Добрый день, уважаемые коллеги! Коми Республиканский институт развития образования продолжает серию вебинаров, связанных с построением республиканской системы оценки качества образования в образовательных организациях. Сегодня мы поговорим о подготовке к участию в международных исследованиях. Это исследования качества общего образования PISA, TIMSS, PIRLS и другие. Национальный проект в сфере образования ставит амбициозные цели: обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, обеспечить вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, воспитать гармонично развитые социально ответственные личности на основе духовно-нравственных ценностей. И, конечно же, мы с вами должны подключиться к реализации этих целей. Качество общего образования складывается из лидирующих позиций в международном исследовании математического и естественно-научного образования, исследований TIMSS, и повышения позиций Российской Федерации в международной программе по оценке образовательных достижений по естественно-научной грамотности PISA. Напоминаю, цель наша в 2024 году – обеспечить вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Сегодня в Российской Федерации разработана единая система оценки качества школьного образования. Схематично она представлена на данной диаграмме и охватывает все уровни, начиная с уровня дошкольного образования, и затем по классам представлены те исследования, которые дают нам возможность оценить качество школьного образования в Российской Федерации. Это всероссийские проверочные работы, это национальное исследование качества образования, это исследование TIMSS, исследование PIRLS, исследование PISA, это ОГЭ, ЕГЭ и итоговое сочинение. И также это исследование профессиональных компетенций учителей. Единая система оценки качества школьного образования позволяет нам осуществлять мониторинг знаний учащихся на разных ступенях обучения в школе, а дает возможность оперативно выявлять и решать проблемы системы образования как в разрезе предметов, так и в разрезе образовательных организаций и регионов. А также такая единая система оценки качества школьного образования дает возможность получить полное представление о качестве образования в стране, анализировать и учитывать влияние различных факторов на результаты работы в школе. И в конечном итоге позволяет школам вести самодиагностику, выявлять имеющиеся проблемы, а родителям дает возможность получать информацию о качестве знаний своих детей. Единая система оценки качества образования в Российской Федерации строится на основе 5 базовых принципов. Первый принцип – оценка – это составная часть учебного процесса. Этот принцип предполагает, что очень важна обратная связь от ученика к учителю. Второй принцип – это объективность оценки. Этот принцип очень важен, потому что при получении каких-то необъективных данных мы с вами не можем принимать эффективные управленческие решения, поэтому оценка обязательно должна быть объективной. Третий принцип – оценка того, чему учили. То есть мы закладываем в систему оценки ядро содержания образования и оцениваем именно то, чему мы учили, выявляем особенности освоения этого ядра содержания образования. Четвертый принцип. Формат оценки влияет на содержание образования. Этот принцип заставляет нас постоянно совершенствовать измерительные материалы, чтобы они измеряли действительно то содержание, которое нам необходимо определить. И пятый принцип. Оценка – это стимулирование развития. Этот принцип говорит нам о том, что результаты оценки должны использоваться только для стимулирования развития образования, для совершенствования преподавания, для оказания организационно-методической помощи. Поэтому по результатам оценочных процедур ни в коей степени нельзя сравнивать эффективность работы регионов, школ и учителей, а также недопустимо использовать результаты для принятия административных решений, для наказания учителей и директоров слабых школ, где учащиеся продемонстрировали недостаточно высокий уровень знаний. Именно поэтому мы с вами реализуем в нашей республике вот уже 3-й год проект «Эффективная школа», который помогает школам, в которых существуют еще низкие результаты, разработать программу повышения качества образования в их образовательных организациях, а оператор проекта Коми Республиканский институт развития образования
делает все необходимое для того, чтобы оказать помощь и поддержку этим школам. Сегодня в Республике Коми разработана республиканская система оценки качества образования. Выстраивается она на основе запросов государства, семьи и общества. И в качестве основных субъектов выступают образовательные организации дошкольного образования, общего образования, среднего профессионального образования, Министерство образования и науки и молодежной политики Республики Коми, Республиканский информационный центр оценки качества образования, Коми Республиканский институт развития образования, а также органы местного самоуправления. Утверждена приказом от 1 января 2019 года номер 1П модель республиканской системы оценки качества образования. Предыдущий наш вебинар был посвящен как раз рассмотрению содержания этой модели на уровне общего образования. Вы можете просмотреть этот вебинар по ссылке в нашем видеозале. И этот приказ определяет функции каждого субъекта республиканской системы оценки качества образования, а также инструменты, механизмы, оценочные процедуры. В частности, это внешние оценочные процедуры на разных уровнях образования, они разные. Да? Это лонгитюдные исследования НИКО на уровне дошкольного образования. Это ГИА, ВПР, НИКО, международные исследования, региональные проверочные работы, исследования компетенции учителей, Всероссийская олимпиада школьников на уровне общего образования. Это ГИА, демоэкзамен, олимпиада, чемпионаты профессионального мастерства на уровне среднего профессионального образования. И, конечно, на каждом уровне это внутришкольные, внутренние оценочные процедуры, а также это лицензирование, государственная аккредитация, государственный контроль, независимая оценка качества оказания услуг, удовлетворенность населения предоставлением услуг, аттестация педагогических работников и конкурсы профессионального мастерства. Основные международные сопоставительные исследования качества образования, в которых участвует Российская Федерация, а с некоторых пор в некоторых исследованиях участвует и Республика Коми. Во-первых, конечно же, это исследование ПИЗа. Это международная программа по оценке образовательных достижений учащихся с 15 лет в области математической и естественно-научной грамотности, а также грамотности чтения. Это исследование ПИРЛС, международное исследование качества чтения и понимания текста для учащихся 4 классов. Это исследование ТИМС, международное мониторинговое исследование качества математического и естественно-научного образования для учащихся 4, 8 и 11 классов. Это исследование X, международное исследование качества граждановедческого образования 14-летних школьников. Это исследование ТАЛИС, международное сравнительное исследование педагогического корпуса. Это исследование ПИАК, международное исследование компетенций взрослого населения. И это исследование ИЦИЛС, международное исследование компьютерной и информационной грамотности для учащихся 14-летнего возраста. Более подробно остановимся на исследованиях ПИЗа, ТИМС и ПИРЛС. Исследование ПИЗа. Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся – это периодическое мониторинговое исследование качества и тенденций развития математического и естественно-научного направления национальных систем образования. Это исследование проводится для того, чтобы выявить и сравнить те изменения, которые происходят в системах образования в разных странах мира, и оценить эффективность стратегических решений в области образования. Осуществляется исследование ПИЗа Организации экономического сотрудничества и развития в консорциуме с ведущими международными научными организациями при участии национальных центров. Год от года исследование расширяется, и в 2018 году оно включало уже не только математическую, естественно-научную, читательскую грамотность, но и глобальные компетенции, а также финансовую грамотность. На какие же вопросы мы с вами можем получить ответы по итогам исследования ПИЗа? Это вопрос: насколько выпускники школы готовы жить и работать в обществе, в котором проявляется межкультурное разнообразие в условиях глобализации? Как учащиеся воспринимают новости глобального характера, понимают и критически анализируют глобальные проблемы и проблемы взаимодействия культур? Какие подходы к образованию в области разнообразия культур, взаимодействия культуры и глобализации используются в школе? Какие подходы используются в школе при обучении детей представителей разных культур? Как формируются глобальные компетенции в этих условиях?
какие подходы используются для организации совместной работы учащихся представителей разных культур. И, наконец, как школа справляется с проблемами гендерных различий и стереотипов. То есть не только мы выявляем математическую, естественно-научную грамотность обучающихся, но и более широкие результаты дает нам возможность проведения данного исследования. Исследование включает в себя набор ситуационных контекстов задач. Личный контекст заключается в ситуациях, с которыми ежедневно учащиеся сталкиваются в повседневной жизни. Это окружение учащегося, а именно приготовление еды, покупки, игры, личное здоровье, спорт, путешествия, личные финансы. Второй контекст учебный. Обычно он связан, конечно же, с процессом обучения, и в случае оценки читательских умений это могут быть, например, задания на работу с различными текстами из других предметных областей, например, математики и естествознания, да, с которыми имеет дело исследование ПИЗа. Третий контекст рабочий предполагает, что контекст задачи тесно связан с миром работы, то есть профессии. Это могут быть ситуации, связанные с покупкой материалов для какого-либо строительства, составлением рабочего расписания, оценкой качества результата и так далее. Четвертый контекст, общественный или публичный, он заключается в ситуациях, связанных с общественной жизнью. Это могут быть, например, выборы, транспортные проблемы, различные политические вопросы, демография. Пятый контекст, научный, предполагает, что задача имеет отношение к решению какой-либо научной проблемы с применением знаний в данной предметной области. Например, экологические вопросы, вопросы медицины, технологий, пространства и так далее. И, наконец, самый глобальный, мировой контекст задачи, он заключается в ситуациях, которые касаются всего окружающего мира. Это могут быть вопросы эпидемии, использования природных ресурсов, различные климатические вопросы и так далее. На данном слайде представлены результаты ПИЗа по 3 аспектам исследования за несколько предыдущих лет. Россия начала принимать участие в исследовании ПИЗа с 2000 года. И вот в 2000 году мы были на 16 месте, в 2003 году на 32 месте, в 2006 году на 36 месте. И вот эти результаты заставили задуматься о том, в правильном ли направлении развивается наше образование. И именно результаты ПИЗа подстегнули исследователей, подстегнули методистов, педагогов, психологов, ученых к тому, чтобы разработать новые федеральные государственные образовательные стандарты. В 2009 году Россия была на 41 месте, в 2012 на 34 месте, в 2015 на 32 месте. А мы с вами помним, что в исследовании ПИЗа участвуют школьники 15 лет. Да? То есть в 2009 году у нас вошел в действие федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. И как раз в 2018 году в ПИЗе принимали участие уже те школьники, которые начали обучение в начальной школе по новым федеральным государственным образовательным стандартам. И, конечно, мы ожидаем результата 2018 года на более высоком уровне, чем в предыдущие годы. Как мы уже отметили, исследование ПИЗа дает возможность выявить не только результаты в плане читательской грамотности, математической грамотности, естественно-научной грамотности, но и выявить факторы, которые влияют на результаты образования. В частности, на данном слайде представлены те факторы, которые влияют на результаты естественно-научного образования. Оказалось, что на получаемые результаты наиболее сильное позитивное влияние оказывают социально-экономический статус учащегося и школы, показатели использования адаптивных методов обучения, организация внеурочной деятельности, то есть различных кружков и олимпиад. А наиболее сильное отрицательное влияние оказывает организация классов по способностям и показатели, связанные с нарушением дисциплины. При этом лучшие результаты дают стратегии обучения, где доминирует учитель, то есть учитель объясняет материал, обучение на основе обратной связи, когда обратная связь идет от учителя к ученику и обратно, и соотносится с учебными целями и стратегиями. Стратегия адаптивного обучения, когда учитель планирует урок с учетом уровня подготовки и потребностей класса. И обучение на основе исследовательской деятельности, когда учитель поясняет связь знаний с различными явлениями. При этом, что вызывает особое наше внимание, наблюдается снижение среднего балла
которое сопряжено с частым использованием дискуссий и дебатов. То есть не самым лучшим образом влияют методы обучения, да, основанные на дискуссиях и дебатах, на результаты естественно-научного образования. Так, это были вопросы, связанные с исследованием ПИЗа. Далее рассмотрим исследование TIMSS. Основная цель исследования – сравнить между собой качество математического и естественно-научного образования в начальной и средней школе. В этом исследовании участвуют ученики 4 и 8 классов, причем ученики одни и те же, да, в 4 классе и затем через 4 года в 8 классе. Проходит исследование каждые 4 года, и такая схема позволяет нам отслеживать, какие изменения происходят в образовании при переходе из начальной в основную школу и как они влияют на качество образования. Оценивается общеобразовательная подготовка учащихся 4 и 8 классов по математике и естественно-научным предметам, а также подготовка учащихся 11 классов по углубленным курсам математики и физики. Исследование TIMSS позволяет провести сравнительную оценку уровня образовательных достижений учащихся начальной и основной школы разных стран, выявить тенденции в изменении качества математического и естественно-научного образования в начальной и основной школе, отследить изменения в математическом и естественно-научном образовании, которые происходят при переходе из начальной в основную школу, поскольку обследуется одна и та же совокупность учащихся в 4 классе и 8 классе. А также исследование TIMSS позволяет получить информацию об особенностях содержания программ по математике и естественно-научным предметам, а также об особенностях организации образовательного процесса в разных странах. И в конечном итоге исследование позволяет выявить те факторы, которые влияют на качество математического и естественно-научного образования в начальной и основной школе. Как себя проявляют ученики из России в исследовании TIMSS? Результаты у российских школьников достаточно высокие. В исследовании 2015 года ученики 4 классов заняли 7 место по математике и 4 по естествознанию в мире, а 8-классники оказались на 6 месте по математике и на 7 в естественных науках. При этом рейтинг выявил 3 большие проблемы российского школьного образования. Во-первых, это большой объем домашних заданий. Во многих странах мира домашние задания вообще не дают или дают какой-то минимум заданий. Во-вторых, это резкое падение успеваемости в средних классах. Действительно, мы это с вами наблюдаем в наших школах. И, в-третьих, это недовольство учителей своей работой. На данном слайде представлены результаты TIMSS по математике. В 2003 году Россия была на 9 месте, в 2007 на 6, в 2011 году на 10 месте, в 2015 году на 7 месте. Исследование TIMSS в 2019 году проходило также и в Республике Коми. О результатах мы узнаем в 2020 году, но тем не менее исследование 2015 года позволяет выявить те факторы, которые способствуют достижению наивысших результатов учащихся 4 класса всех стран по математике и естествознанию. Во-первых, это отношение к учебным предметам. Очень важный фактор, который способствует достижению наивысших результатов. Да? При этом отмечается, что разрыв в результатах между 52% российских учащихся 4 классов, которым очень нравится изучать математику, и 11% тех учащихся, которым не нравится изучать математику, составляет около 40 баллов. Да? То есть достаточно большой такой разрыв. Но также наметилась тенденция в сравнении с предыдущими исследованиями. Уменьшилось число российских учащихся, которым нравится изучать математику. Было 58%, а снизилось до 52%. И которым нравится изучать естествознание. С 62 упал интерес до 58%. Второй важнейший фактор, который способствует достижению наивысших результатов по математике и естествознанию, это самооценка учащихся. Отмечается, что результаты российских учащихся, которые чувствуют себя уверенно при изучении математики, таких 28%, и естествознания, таких 40%, значимо выше, чем результаты тех, кто чувствует себя неуверенно. На более чем 75 баллов такой разрыв по математике и почти на 40 баллов по естествознанию. И, конечно же, еще один важный фактор, который способствует достижению наивысших результатов по математике и естествознанию, это вовлеченность в учебный процесс. Вовлеченными в учебный процесс по математике оказались 77% российских детей. Их результаты лишь на 6 баллов выше результатов слабо вовлеченных. А не вовлечены в учебный процесс всего 2% обучающихся. По естествознанию 80% вовлечены в процесс, а в среднем по странам это 69% в полной мере.
а 18% вовлечены слабо. В среднем по странам это 25%. Да? То есть в сравнении с другими странами наши ребята показывают достаточно хорошие результаты. В 2019 году исследование TIMSS прошло в Республике Коми. В нем приняли участие 12 образовательных организаций из Воркуты, Сосногорска, Ухты, Югдьяга, Сыктывкара, Якуньоля, Выльгарта, Жешарта и Емвы. 249 обучающих 4 и 8 классов принимали участие в тестовых заданиях по математике и по естествознанию. При этом 67 человек проходили тестирование в специальных тетрадях, а 182 человека в компьютерной форме. Да, то есть это новая форма проведения исследований. И региональный координатор исследования TIMSS Галина Рубцова отмечает, что особенностью TIMSS 2019 стало введение нового типа заданий. Эти задания позволяют моделировать ситуации реального мира и лабораторные эксперименты. И, как отмечают ребята-участники исследования, эти задания были очень интересными, хотя некоторые из них, конечно, вызывали определенные затруднения. Помимо тестирования, ученикам, а также их родителям, учителям, директорам школ предлагалось ответить на вопросы анкеты. Вот такой подход к проведению исследования позволяет узнать мнение всех участников анкетирования по различным вопросам, связанным с особенностями содержания программ по математике, естественно-научным предметам, по организации образовательных процессов в школах и получить информацию о тех факторах, которые влияют на уровень достижений школьников. Еще одно исследование – это исследование PIRLS, которое проверяет, как школьники умеют читать и понимать тексты. В этом исследовании участвуют дети, которые оканчивают начальную школу. Считается, что именно к этому моменту ученики уже настолько развивают свои навыки чтения и работы с текстом, что эти навыки становятся базой для учебы в средней и старшей школе. Проходит исследование циклично раз в 5 лет. С 2001 года его проводили уже 4 раза, последний раз в 2016 году. И участвуют от 35 до 50 стран в этом исследовании. В PIRLS оцениваются два вида чтения. Первое – это чтение для приобретения читательского литературного опыта, и второе – это чтение для освоения и использования информации. Поэтому для проверки дают два вида текста. Да, это научно-популярный информационный текст и художественный. После чтения дети должны ответить на несколько вопросов каждому. Эти вопросы оценивают 4 навыка. Навык нахождения информации, навык формулирования выводов, навык интерпретации и обобщения информации и навык анализа и оценки содержания, языковых особенностей и структуры текста. В этом исследовании наши ребята показывают себя достаточно хорошо. Если в 2001 году Россия была на 16-м месте, то в 2006 мы были уже на 1-м месте, в 2011 на 2-м, в 2016 на 1-м месте. Будем надеяться, что лидирующие позиции за нами будут сохраняться. А также это исследование позволяет выявить факторы, да, которые влияют на достижение наивысших результатов. Отмечается, что наивысшие результаты демонстрируют школы, в которых обеспечены достаточные ресурсы для организации учебного процесса, хорошие условия для работы учителей, высокие требования к результатам обучения, персональная помощь учащимся с трудностями в обучении, поддержка детей из социально неблагополучных семей, использование компьютеров для организации самостоятельной работы учащихся и минимальные проблемы с дисциплиной учащихся. Также это исследование позволяет сделать выводы о том, насколько чтение реализовано в семьях обучающихся. Мы рассмотрели 3 наиболее важных исследования, которые касаются в том числе и обучающихся Республики Коми, да, поскольку в этих исследованиях мы также будем принимать участие. В настоящий момент Федеральный институт оценки качества образования опубликовал проект «Методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся». Основные задачи, которые с помощью этой методологии решаются, связаны с развитием и совершенствованием механизмов и процедур оценки качества подготовки обучающихся с учетом современных вызовов, развитие различных форм оценки системы образования с точки зрения ее направленности на индивидуальное развитие обучающихся, развитие механизмов управления качеством образования и повышение заинтересованности всех участников образовательных отношений в совершенствовании образовательной деятельности и улучшении его результатов. На данном слайде представлены ссылки, по которым мы с вами можем найти информацию о международных исследованиях качества образования, а также непосредственно посмотреть те задания, которые были использованы в этих исследованиях,
И на сайте Национальное исследование качества образования и на сайте Федерального института оценки качества образования мы можем посмотреть с вами отчеты и более глубоко погрузиться в результаты исследований на территории Российской Федерации. Да, можно посмотреть, как в различных субъектах какие результаты были получены, более подробно почитать о тех факторах, которые влияют на качество образования. Рекомендую с этой информацией вам также ознакомиться. Уважаемые коллеги, есть ли у вас вопросы? Мы будем продолжать нашу линейку вебинаров, посвященных системе оценки качества образования в Республике Коми. 18 июня будет наш следующий вебинар по итогам региональных проверочных работ. Спасибо всем, кто принял участие в нашем вебинаре, кто нашел возможность подключиться очно, либо будет просматривать наш вебинар в записи.